Результаты проекта USAID «Агрогоризонт» в рамках партнерств по производству зимнего молока. В октябре 2016 года проект USAID «Агрогоризонт» и общественный фонд «Тест-центр» начали передовое партнерство по внедрению новой практики по производству зимнего молока среди фермеров Карасуйского района. На юге Кыргызстана зимой надои молока с одной коровы в день существенно уменьшаются с традиционных 10-12 литров в летнее время до 4-5 литров в зимний период. Соответственно, местным производителям молочных продуктов в зимние месяцы приходится сокращать или вовсе закрывать молокоперерабатывающую деятельность для производства сыра, курута, кефира и других продуктов. Средний удой ушул проект башталганга чейин 5-6 литрди түссө, проекттен кийинки средний удой 15 литрге чейин көтөрүлгөн. Бунун негизги себеби ушул толук рацион, туура кеңеш, анан өз убагында ветеринариялык кеңештерди берүү болгон да. Для создания качественной кормовой базы для коров в зимнее время 200 фермеров вырастили 300 тонн соевых бобов, половину которых сразу продали другому партнеру проекта USAID «Агрогоризонт» ОСО «Оазис Агро», крупнейшему производителю кормов на юге Кыргызстана. В дополнение 43 фермера вырастили 400 тонн кормовой свеклы, которые фермеры-производители молока использовали в качестве кормовой базы. Общественный фонд «Тест-центр» подготовил 200 тонн силоса, которые распределил среди фермеров-производителей молока. Некоторые фермеры переняли технологию производства силоса, когда узнали, что так можно существенно снизить стоимость и добиться увеличения общей маржи на 13%. Фермеры смогли увеличить надои молока вдвое. Коровы, которые при традиционном кормлении давали в среднем 5-6 литров в день, стали производить более 15 литров молока в день с улучшенным рационом. При этом не только увеличилось количество, но и улучшилось качество зимнего молока, что позволило фермерам продавать его по повышенной цене. Благодаря новому рациону фермеры увеличили ежедневную чистую прибыль в 10 раз. В течение 7-месячного зимнего периода участвующие в проекте фермеры заработали 35 400 сом с одной коровы по сравнению с традиционным кормлением, когда фермеры зарабатывали всего 3600 сом с коровы. Ошо биз күздө баягы кышка сабанга өткөндөн кийин баягы 7 ай ичинде топтоп ала турган болсок ошо 30-35 миң болот. Мунун эми эгерде жеми аз болсо малдын жемине иштетебиз. Эгер жеми бар болсо топтоп туруп бир мал алсак деле болот. Анан кийин башканы баягы күнүмдүк керектүү нерсеге жумшайбыз бизчи. Значительный результат был достигнут в деятельности двух местных производителей молочной продукции – JT Baatır и Osh Süt. За последние 2 зимы Тест-центр поставил более 590 тысяч литров молока от местных фермеров на общую сумму $210 тысяч США. Теперь в зимний период у JT Baatır работают оба предприятия благодаря стабильной поставке высококачественного молока. Osh Süt выиграл большой государственный тендер на поставку молочных продуктов в школы и детские сады. Мурда ошондой болуп, кээ бирде жакшы болбоген кезде сүттөр алынбайт да лабораторияда. Азыркы күндө жакшы болгон үчүн бардыгы лабораторияда өтүлөт. Поддержка, оказанная в производстве зимнего молока, является частью комплексного рыночного подхода USAID, который через партнерство с частным сектором способствует экономическому росту и созданию рабочих мест в сельскохозяйственном секторе Кыргызской Республики.